Добрый день, в эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Срочные новости из Брянска. Готовил ли таджикистанец террористический акт на День Победы? Интервью очевидцы, как вербуют исламисты людей для боев в Сирии. За что в Узбекистане арестовывают женщин с малолетними детьми? США призвали освободить из тюрьмы журналиста Биг Джона, который вот уже 16 лет отбывает срок по политическим мотивам. Как распиливают в Кыргызстане на авто для жен и разведения рыб гранты международных организаций. Таджикистан, Туркмения и Узбекистан стали лидерами среди нарушителей религиозных свобод в мире. И новость в преддверии Дня Победы. В Узбекистане снесены еще 2 памятника Великой Отечественной войне. По данным российского сайта Ректайм, в Брянской области подорвались на собственной бомбе шахиды, которые готовили теракт на майские праздники. Тела 3 из них опознаны спецслужбами. Это 2 россиянина и выходец из Таджикистана. В машине, в которой передвигались террористы, сдетонировало взрывное устройство. Обе машины найдены сгоревшими в лесном массиве. В них находилось 6 человек, как минимум 3 тела опознаны спецслужбами. Причиной взрыва, как утверждается в статье, стало самодельное оболочечное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. Взрыв, предположительно, произошел из-за неосторожного обращения с бомбой. Документов у погибших при взрыве не было, их тела сохранились только фрагментарно. Опознание личности 2 граждан России и 1 таджикистанца удалось провести в результате дактилоскопического анализа. На данный момент в связи с этим происшествием официальных комментариев от правоохранительных органов России пока не поступало. Однако, несмотря на это, в социальных сетях ведется активное обсуждение инцидента. И сегодня же в Таджикистане МВД впервые устроило публичную встречу представителей прессы с таджикистанцем, который после участия в боях в Сирии вернулся домой. Джалалидин Садриддинов поделился подробностями жизни в халифате, о бесправии людей и о том, как боевики без суда и следствия отрубают головы. Несостоявшийся маджахед в деталях описал то, как он попал в Сирию, об ужасах вооруженного конфликта в этой ближневосточной стране. Они на моих глазах отрубали головы. Я сказал, что вы говорите об исламском государстве, но ваши действия никак не связаны с исламом. Он показал на меня пальцем и обозвал хариджитом. Я одного из них спросил, почему они убили этого человека. Он ответил, что этот человек дважды обозвал Аллаха. Другой ответил, что этот человек был шпионом курдского. Акция протеста молодой женщины, матери 2 детей, стала поводом для ее ареста властями Узбекистана. Виолетта Куразова вышла на центральную площадь Ташкента, чтобы получить защиту от произвола, а в итоге сама оказалась за решеткой. Накануне Виолетта Куразова вместе с детьми вышла на мини-митинг, прося власти обратить внимание на ее проблему. По ее словам, судьи и прокуроры неправомерным решением отобрали у нее дом, которым она владела и где была прописана. Для Куразовой это уже не первая попытка добраться до Ташкента. До этого местные власти Джизакской области, узнав о ее намерениях, задерживали ее в пути, уничтожали плакаты и угрожали лишением родительских прав. Помимо собственных проблем, женщина пыталась донести до общественности факт принудительного удержания с учителей Галиаральского района части зарплаты, которая, по ее словам, идет в карманы сотрудников районного отдела образования. Однако, добравшись до Ташкента, Куразова успела простоять всего несколько минут, как к ней сначала приехал представитель городской администрации, а затем и сотрудники милиции, которые очень быстро сопроводили ее вместе с детьми в РУВД, где она находится и сейчас. Информацию о произошедшем распространил правозащитный альянс Узбекистана. Мы расспросили его главу Елену Урлаеву подробности ситуации, в которой попала Виолетта Куразова. Я хочу сказать, что у молодой женщины, матери 3 детей, она приобрела дом дарственный, там одна женщина ей договорились о оформлении. Она вложила в этот дом деньги, сделала ремонт, прописана была, и затем власти отдали у нее этот дом и незаконно выселили, и теперь она 3 года добивается оплаты жилья. И вчера, 6 мая, она вынуждена была очередной раз делать акции протеста на площади Мустакири в городе, за что была арестована. И сейчас, вот я сегодня звонила, судьба ее неизвестна, но она сказала, что будет добиваться своих прав, что бы это ни было. Вы знаете, я ночью вчера с ней связывалась, она была под арестом, ее увезли в Юнусабадское РУВД города Ташкента. Но она сказала, что милиция вызвала джизакскую милицию, и вот должны ее
перевезли туда, в Джизак, под арестом. Но дальше связь прервана, и я не знаю ее судьбу. Жду от нее, когда она позвонит, или там родственники позвонят. И в контексте этой темы США в очередной раз призвали Узбекистан освободить из заточения оппозиционного журналиста Мухаммада Бекжона, который вот уже 16 лет находится в тюрьме по сфабрикованному делу о подготовке в 1999 году взрыва в Ташкенте. Тем не менее, Бекжон отсидел свой срок, однако когда он уже должен был выйти из тюрьмы, ему накинули еще 5 лет, якобы за нарушение внутреннего распорядка колонии. Согласно данным Комитета защиты журналистов, Бекжонов самый долго находящийся в тюрьме журналист в мире. Сейчас он нуждается в срочной медицинской помощи, которую ему, естественно, за решеткой никто обеспечить не в состоянии. Сам журналист категорически отвергает все обвинения. До тюрьмы он был редактором оппозиционной газеты, а его брат Мухаммад Солих является лидером оппозиционной партии ЭРК и Народного движения Узбекистана. По данным правозащитников, именно за деятельность своего брата, являющегося политическим оппонентом Ислама Каримова, Бекжон и пострадал. Мы спросили у Мухаммада Солиха, в каком состоянии находится его брат и есть ли надежда на скорое освобождение. Я не знаю, освободят ли его, потому что он не имеет никаких преступлений за собой. Тем не менее, его держат уже более 15 лет, 16 лет даже. Исполнилось 16 лет. И он держится в тюрьме только потому, что он является моим братом. В особом списке у Каримова, поэтому я не знаю, иншаллах, освободят его под давлением западной общественности, американских сенаторов и конгрессменов, хотя они уже несколько лет требуют, просят даже, чтобы освободили его, но тем не менее его не освобождают, Каримов. В Кыргызстане из средств, выделенных глобальным фондом, Центру борьбы со СПИДом и Центру фтизиатрии, 120 тысяч долларов признаны как неподтвержденные и не соответствующие критериям, сообщает Экипресс. И все эти деньги, подчеркнул руководитель подразделения по управлению грантами глобального фонда Марк Элден Эдингтон, выявивший растрату, Кыргызстан должен будет вернуть. В ходе проверки выяснилось, что несколько десятков тысяч долларов были потрачены на поездки, денежные вознаграждения, разведение рыб и покупки автомобиля для жены руководящего сотрудника проекта. И если разведение карпов для дополнительного питания больных туберкулезом можно списать на пылкое желание помочь пациентам, то вот уже покупку автомобиля за 5500 долларов для супруги руководителя проекта и завышение стоимости ремонтных работ по-другому, кроме как хищением в особо крупных размерах, расценивать трудно. Мы спросили у эксперта, у всех ли международных грантов в Кыргызстане такая же судьба или это уникальный случай? Сколько процентов от международной помощи после рук чиновников все-таки доходит до дела? На каверзные вопросы отвечает политолог Нурсултан Тактасунов. Необходимо заметить, что в Кыргызстане, да не только в Кыргызстане, а вообще во всех странах медицина – это своеобразная такая мафия, где каждый цент, каждая копейка ставится в учет теневой экономики. Но считаю это, конечно, очень варварским и неприятным событием, когда это характеризует частную этику у руководства Республиканского центра по борьбе со СПИДом, а также Министерства здравоохранения. И думаю, было бы более правильным, более целенаправленным, если бы возбудили уголовные дела по статье злоупотребления служебным положением. Необходимо заметить, что деятельность любого НПО, любого НКО регулирует налоговая инспекция. И в этом плане их доходы и как они распределяются, это, конечно же, нужно ставить вопрос как частной этики, поскольку изменение каких-то определенных трат или же нецеленаправленное использование, это во многом характеризует, скажем так, менталитет самого народа. То есть здесь мы можем выявить закономерность о том, как развивается та или иная страна. И далее коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. В Астане прошел парад Победы, приуроченный ко Дню защитника Отечества, отмечаемого в республике 7 мая. В нем было задействовано около 5000 военнослужащих, порядка 200 единиц военной техники, 70 вертолетов и самолетов. Этот парад стал самым зрелищным и масштабным за прошедшие годы.
Ислам Каримов все-таки прилетит 9 мая на Парад Победы в Москву. Ранее сообщалось, что президент Узбекистана не принял приглашение Владимира Путина, якобы из-за самочувствия. Об этом писали оппозиционные СМИ. В Ашхабаде состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Таджикистана и Кыргызстана. Переговоры велись на фоне недавнего инцидента на границе, когда киргизские пограничники задержали нескольких оперативников агентства по контролю за наркотиками Таджикистана, которые, как утверждалось, проводили операцию. В Казахстан в скором времени приедет Петр Порошенко, глава Украины, который уже во второй раз менее чем за полгода встретится с Нурсултаном Назарбаевым. В Казахстане назначен новый глава крупнейшей в мире урановой компании «Казатомпром». Им стал бывший вице-министр по инвестициям и развитию Аскар Джумагалиев, который пришел на место скончавшегося от инфаркта Нурлана Капарова. Сегодня в Кыргызстане курс доллара еще снизился на несколько долей процента. Меньше чем за месяц американская валюта в Кыргызстане подешевела почти на 10%. Сразу же после майских праздников в столице Кыргызстана останется на месяц без горячей воды. Традиционный указ о профилактике сетей с 12 мая по 12 июня подписал мэр Бишкека. И Узбекистан готовится к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. В рамках празднования все музеи страны в этот день будут пускать посетителей бесплатно, а в 3 центральных музеях, работа которых продлена до вечера, пройдут вечера музеев. Продолжаем выпуск. Вызывающими особую озабоченность в плане нарушения религиозных свобод названы 3 страны Центральноазиатского региона – Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. К таким выводам пришла комиссия США по международным религиозным свободам. В Таджикистане, отметили эксперты, вся религиозная деятельность находится под контролем государства. Власти сажают людей, несмотря на то, что их виновность в преступлениях на религиозной почве зачастую остается недоказанной. В Туркменистане власти организуют полицейские налеты на зарегистрированные и незарегистрированные религиозные группы. Новый административный кодекс ужесточает наказание в этой сфере, а в законе проигнорирована международная практика освобождения людей от воинской повинности в случае, если это противоречит их убеждениям. В Узбекистане уже свыше 12 тысяч мусульман объявлены экстремистами и находятся в неволе. Новые законы не только позволяют официально следить за освободившимися из заключения, но и использовать местным властям услуги осведомителей за деятельностью религиозных групп. И словно в подтверждение этой новости, несколько дней назад партия Исламского возрождения Таджикистана обратилась к министру внутренних дел и генеральному прокурору республики с просьбой защитить конституционные права членов партии. В письме говорится, что партийцы и члены их семей в течение последних лет подвергаются преследованию, оскорблениям и в некоторых случаях пыткам со стороны органов правопорядка, местных органов государственной власти. В обращении приводятся конкретные примеры свыше десятка случаев преследования, пыток, оскорблений членов ПИВТ, их родных и близких. Например, в Пенджикенском районе местные власти открыто участвуют в давлении на сторонников ПИВ с тем, чтобы они отказались от членства в партии. По словам Сино Хазанзады, руководителя местной ячейки партии, накануне руководитель аппарата местной власти, вызвав его в кабинет, вручил стопку отказных заявлений граждан, которые якобы состояли в партии Исламского возрождения. В апреле этого года представительство партии Исламского возрождения Таджикистана в городе Паджикенте испытывало беспрецедентное давление. Меня, как руководителя городской ячейки партии, несколько раз вызывали в ГКНБ и под давлением и угрозами пытались меня вынудить, чтобы я отдал список членов нашей партии. Я обратился в прокуратуру с жалобой на председателя ГКНБ города Паджикент. Кроме этого, мне постоянно звонят члены нашей партии и сообщают о давлении на них с целью их принуждения к выходу из состава партии. 29 апреля меня пригласила Худабердиева Шахида, ответственная по работе с обществом при исполнительной власти Панджинского района. У него в руках было 134 заявления якобы членов партии Исламского возрождения Таджикистана о выходе из партии. За разъяснением этой ситуации мы обратились непосредственно к руководителю аппарата исполнительной власти Пенджикенского района Шахиде Худайбердиеве, которая, как ни странно, и вправду подтвердила факт участия местных чиновников в так называемых разъяснительных мероприятиях с членами ПИВТ. У нас есть люди, которые якобы поддерживают партию Исламского возрождения, но они говорят, что никогда не были членами данной партии. Им неизвестно, как они оказались в списке Сино Хасанзада. Они сказали, что если их имена есть в списках, то они требуют, чтобы их оттуда исключили. Я спросила господина Хасанзада о том, почему он не поддерживает мудрую и дальновидную политику нашего президента, почему им не нравятся плоды нашей независимости. Что им не нравится, мне непонятно, почему они не благодарят Бога за все те блага, которые мы имеем. Я ему предложила стать членом Народно-демократической партии, как и мы, и заниматься созидательством. ПИВТ в нашем городе никогда ничего не строила.
том же отчете Комиссии США по международным религиозным свободам есть место для Казахстана с Кыргызстаном. Хотя в них положение со свободой религии лучше, тем не менее там не все в порядке. Казахстану эксперты вменяют принятый еще в 2011 году закон, который ограничивает деятельность незарегистрированных религиозных групп и дает возможность проводить полицейские облавы и задержания среди верующих. В Кыргызстане эксперты недовольны законом, который установил, что для регистрации группы верующих их число должно составлять не менее 200 человек. И в Кыргызстане же вчера находящийся под арестом имам Карасуйской мечети Рашод Камолов обратился с письмом к президенту, в котором указал, что против него организована информационная кампания с нарушением презумпции невиновности, а выдавшие экспертное заключение его проповеди люди не имеют не только специального религиозного образования, но даже не понимают узбекского языка. Массовый характер приобретает снос памятника Великой Отечественной войне в Узбекистане. Еще 2 монумента в городах Наваи и Красногорске были уничтожены без особой огласки, чтобы больше не вызывать тех громких протестов, что распространились в мировых СМИ после сноса памятника в узбекском Ангрене. Интернет-издание «Азия Терра» сообщило, что один из памятников в городе Наваи был уничтожен еще зимой. Скульптура представляла собой композицию из воина-защитника с автоматом и провожающей его беломраморной женщины. Судя по фотографиям, снятым до сноса монумента, он находился в отличном состоянии и не нес в себе какой-либо советской атрибутики, которая могла не понравиться Ташкенту. Второй памятник в Красногорске – барельеф Федору Полетаеву, герою Советского Союза и Италии, который героически вел партизанские бои на Апеннинском полуострове, был снесен еще раньше и также без общественного обсуждения. Для его уничтожения были приглашены бригады рабочих из Ангрена, так как барельеф был очень прочным и долго не сдавался, хотя в итоге, как и тот, кого он изображает, пал в неравном бою. На месте обоих памятников сейчас голое пространство. Сообщалось, что власти Красногорска намеревались вместо Полетаевского барельефа построить скульптуру скорбящей матери. Однако денег не нашлось, и сейчас мэрия начинает сбор денег с горожан, которые не разделяют энтузиазма. И в противовес этой печальной новости сегодня в Астане Нурсултан Назарбаев открыл памятник герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову. Открывая мемориал, глава государства заметил, что среди 28 панфиловцев был и казах Мамышулы, который вместе с товарищами из других республик СССР отстоял Москву. Это была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы желаем вам получать только хорошие известия. До свидания.